з тим, што маем, як атрымоўваецца, я думаю, што ўсе ўжо прызвычаіліся да такіх стрымоў з тэлефонаў. Зараз гэта ўжо не брак, не благі густ, а нормальная новая эстэтыка 21 стагоддзя. То яшчэ вам трохі пакажу, як ідуць беларусы, а ідзем мы кіевская міськая дзяржаўная адміністрацыя. Вось, там спадар Клішко зараз дзе-нідзе, напэўна, сядзіць і слухае «Жыве Беларусь». Так, нешта мне здаецца, што я трохі пальцамі, я просто што, не прызвычаюся да тэлефона Мартынавай, прабачце мяне, калі ласачка, спадарства. Ой. Зараз я пратру камеру, каб падысці, яшчэ нешта вам паказаць. Ось, ой. Надвор'ечка у нас такое, еўрапейская зіма, то, што называецца. Вось, в прынцыпе, неблага, ведаеце, абы не было дажджу, а нешта тут нехта згубіў, ага, а трэба яшчэ, акрамя таго, каб рабіць вам трансляцыю, яшчэ ж трэба быць чалавекам. Вось бачыце, нехта згубіў, і трэба, напэўна, недзе, я гэта павешу, каб людзі, калі згадалі і вярталіся, каб яны пабачылі, што яно вісіць. Так, а недзе гэта трэба зрабіць на елачку, напэўна, тут, каб лепей было відаць. Як што, я прашу прабачэння, вось, жыццё такая справа. Трэба усім дапамагаць, а не толькі беларусам. Вось, беларусам таксама трэба дапамагаць. Гэта я зараз нагадваю спадарні Меркель, калі яна глядзіць наш стрім. Вось, бо дапамагаць бежанцам можна. Ёсць колькі запытаў прыходзіла ў чат-бота, вот распавяду вам, каб вы ведалі, пра тое, што праблемы з бежанцамі, якія знаходзяцца беларусы ў Нямецчыне, там що вырашаецца, не так хутка, як хацелася бы гэтак далей. Вось, а гэта людзі, вы самі разумееце, што яны не проста прыехалі ці прыбеглі, бо ім няма чым заняцца. Вось, і там людзі з даволі сур'ёзнымі часам крымінальнымі справамі, пытаннямі у тым ліку і са здароўем і гэтак далей. А мы паварочваем. Вось, нас, канечне, я не ведаю, ці добра бачна на тэлефоне, у нас тут такая асноўная частка, гэта людзі, са сцягамі, а яшчэ ідзе, я не ведаю, можа, траціна ад гэтага, людзей просто без сцягоў, іх так цяжка ідэнтыфікаваць, но гэта ўсё нашы людзі, большасць прынамсі, я не ведаю, можа, там між імі ёсць нейкі сакрэтны, хто там можа быць сакрэтны, людзі, падказвайце, вось усе гэтыя службоўцы, вось, з усялякіх розных спецыяльных службаў, але, ведаеце, тут не тое, каб мы чакалі на тое, што КДБ прыйдзе на нашу акцыю падтрымаць, павялічыць колькасць людзей. Столькі, колькі тут службы украінскія, наколькі я ведаю, яны сочаць за гэтым пільна, каб тут не было ніякіх праблемаў, там гэтак далей. Адным словам, па магчымасці, безумоўна, у іх сваіх праблемаў хапае. Нагадваю, у беларусы некаторыя забываюцца ўвесь час пра тое, што ва ўкраіне ідзе вайна, і ў іх ёсць прыярытэты вышэйшыя за беларусаў. Але робяць тое, што могуць, сапраўды, мы пачуваем сябе тут больш-менш у бяспецы, напэўна. Вось, наколькі гэта магчыма в Украіне пры тых бягучых раскладах, якія ёсць у гэтай краіне. Яшчэ вам пакажу беларусаў. Бандану, ты ж подбирал. Саша! А я ее там заставил. Яна там висит, где она упала, на елочке. А где? Вот просто идешь, и там елочка такая будет стоять малая. Так. Я схожу. Я не ведаў, что это наше, я тому повесил просто там. Пардон. Вось бачите, и бандана знайшлася. Гэта оказалась беларуская бандана. Недаремно я ее ратаваў. Вось. Ад ветру і машин. Добра чуваць, пішуць людзі, напэўна, трохі пазней глядзяць тое, што такой толпой можна ісці Нацбанк Украіны браць, піша Бора-Бора. Навошта нам Нацбанк Украіны? Каб яны дазволілі нам карткі рабіць у грывнах беларусам. У іх ёсць
причины, по яким я не хочу дазваляць гэта замежнікам. І это справа не ў беларусах, это справа ў замежніках. Ой, людзі, там у мяне святло зялёнае. 10 секунд засталося, то я бягу. Ось. Ой, слухайце, гэта ўжо не стрім, гэта ўжо роуд-муві нейкі. Ось. Нехта мне дасылае нейкія значкі стоп. Я не ведаю, што тут трэба за стоп. Можа, спыніцца мне трэба. Ці што? Я хочу на пачатак калёны потрапіць дзеля таго, каб зняць вам яшчэ трошечкі відэа. Ой, калона спынілася, і я ляджу. Прабачце, спадарства, дзякую, секундачку. Дзякую, прабачце, калі ласка, дзякую. О, зараз вам пакажу яшчэ нешта. Пакуль стаім, не ведаю, чаму мы спыніліся каля Укрінформа, але можа гэта звязана з тым, што можа мы хацім уласны канал, я не ведаю. Ці можа хацім, каб Украіна паінфармавала сваіх грамадзян пра тое, што Лукашенко мудак. Ну я вам так скажу, што кожны, хто хацеў пра гэта нешта ведаць, ужо ведае, напэўна, і не першы год. А уласна кажучы, астатнія ўжо павінны ведаць апошнія 1,5 гады. Вось, у любым выпадку, што б не распавядалі там пэўныя прарасійскія каналы, нават тут ва ўкраіне. Вось. Ой, яны рухаюцца, я вам яшчэ пакажу гэтую праходачку, бо гэта круто. Беларусь! Живи! Беларусь! Можем! Верь! Можем! Ось, бачите, люди ще працягваюць ісці. Ось, а я ўжо зноў з вами. Звычайны дзень Новай Беларусі. Гэта хадзіць са сцягамі. Новай Беларусі, акрамя, я думаю, што ў нядзелю можна хадзіць са сцягамі, у астатні час трэба будзе працаваць. Працаваць доўга, працаваць цяжка, працаваць шмат. Вось. Бо іначай выправіць усе тыя памылкі даволі хутка не атрымаецца. А калі мы заставім нейкія люфты для таго, каб нейкая аўтакратыя прарасійская вярнулася, ну яны зробяць, вы ж павінны разумець, што яны адпачываць не будуць, яны зробяць усё, каб гэта атрымалася. Таму мы павінны будзем зрабіць усё, каб гэта не атрымалася. Вось. Ой, нешта мне тут увесь час прыходзяць нейкія... О, сцяг паляцеў. Вось, прыходзяць нейкія смс-кі Мартынавай. Да, читаю усе нутраныя інсайты просто вось падчас гэтай трансляцыі. Вось, в паведамленнях, якія всплываюць. Ну, буду маўчаць як рыба. Вось, я і так шмат ведаю. Ну, не пра гэта гаворка. Жыве Беларусь. Неяк не шмат вас прыйшло. Ну, як вам сказаць, нас зараз глядзіць 600 чалавек. Вось, я не кажу, што это з 9 мільёнаў, ці гэта з 47 тысячаў. Ага, а мы збіраемся пераходзіць, а я буду здымаць, як мы па бел-чырвона-белым пераходзе пераходзім. Ой, мяне ледзь не задавілі. Ну ладно, гэта не страшно. Ось, бачите, чалавек на бягу, уласна кажучы, зацягвае сцяг. Ну, вось. Усё болей беларусаў, усё болей сцягоў. Ну, не тое, каб ва ўкраіне, бо, канечне, ну, ёсць такая тэма, але гэта фактычна азначае, што зноў нехта збег ад рэпрэсіяў, калі нас стала болей. Ось. Ой, нешта спяваюць яшчэ. Божачкі. Ну, я не чую, можа, вы пачуеце, распавядзіце мне.
Валтазак де Валтазак. Лукашенко, Валтазак. Ось гэта ўсё. Адказвайце там у чаце, падпівайце. Вось нехта піша, што нас замала, нехта піша, што рады, што акцыя нейкая адбываецца. Ну, я вам так скажу, што, безумоўна, ну, слухайте, у нас, я не ведаю, як, дзе, я не ведаю, што будзе ў Польшы, я думаю, што людзей будзе болей. У нас тут же фармальна локдаун, вось, і людзей, якія не маюць прышчэпак вакцынацыі, то, што называецца, яны ж не могуць нават у метро спусціцца, каб прыехаць. Вось. Шмат людзей, ну, гэта, я па шчырасці не ведаю, бо я вакцынаваўся яшчэ у Польшчы, гэта было бясплатна. Вось, любая вакцына, якую хочаш на выбар, бо я, ў прынцыпе, хацеў, ну, канкрэтную адну вакцыну, вось вам чырвона-белы сцяжок, каб быў. І я яе просто, я думаў, ці трэба некуды ехаць, як гэта зрабіць. А я зателефанаваў, мне сказалі, окей, ну, я запытаўся, ці я магу зрабіць канкрэтна гэту вакцыну, а не любую, якая там у вас будзе, і гэтак далей. Ну, это трохі нахабна, можа, канешне, бясплатна у іншай краіне. Вось, але, ну, калі ёсць такая магчымасць, чаму не? Я запытаўся проста. Калі б мне сказалі нету, я б сказаў, няма праблемаў. Але сказалі, што можна, канешне, прыязджайце заўтра, там мы вам бахнем. Бахнулі, далі мне пашпарт, я хожу з ім. Вось, ва Ўкраіне ён таксама працуе. Ну, еўрапейскія пашпарты, яны павінны паўсюль працаваць. Як жа хочацца вось так жа прайсці па вуліцах роднага горада, але ж пакуль што нельга. Ну, пакуль што. Какой-то анонс акцыі быў, ну, па шчырасці быў. Але я вам скажу так, ой, прабачце, я забегаўся трохі. Вось. Можа, недастаткова зараз. Просто што я бачу на нехце. Хопіць баяцца. Нават там, дзе Светлана Георгіевна нешта на гэты конт пісала, там таксама было. О, бачыце, бел-чырвона-белы таксама дом. Вось, не, ну гэта, канешне, прикол з аднаго боку. З другого боку, мы сапраўды ж зараз паўсюль бачым, просто калі бел-чырвона-белае, вось, заўжды бачым. Секундачку. Привітання з Могилёва. Ці вы чулі? Прывітанне з Магілёва. Вось, чалавек перадаваў. О, а я не даў рады прайсці, а не, я даў рады прайсці. Оп, людзі на чырвонае святло. Прабачце. Ведаеце, я можа, сёння памру, але стрым я это дараблю. Я уже двойчы ледзь не патрапіў пад машыну. Нешта. О! Бабуліду в автозак! Ну, это классно. О! Слухайте, я павінен вам гэта паказаць, бо гэта крычыць хлопец, якому я не ведаю 7 гадоў. Лукашенко в автозак! Вверх! Можем! Вверх! Можем! Вверх! Ці вы бачылі, да, гэтага хлопца? Я, ну, увесь час, каб вам паказваць просто нешта са статыкі, то я мушу бегчы і пазней паказваць ізноў нешта. Каб не выключаць стрым, бо стрым, ну, это відэа можна здымаць, паузу робіць і так далей. Я б, сапраўды, я ўжо больш за гадзіну ў эфіры. Каб у мяне хто запытаўся, я б ужо зрабіў, можа, якую паузу. Але, ну, як я вас кіну? Ну, факт. Таму я з вамі. Ось бегаю тут па Киеве. О, людзі крычаць, жыве Беларусь. Ой, пардон, гаспадарства. Зараз я ще нешта поздымаю. О! Ой! Это я ў чырвона-белым сцягу заблытаўся. Пардон. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Неяк так. Ідзем далей. Божечки. Ой, маё горло. Калі нехта чакаў, што я сёння яшчэ запішу нейкую песню, то это памылка. Так, зараз я подключу вам спадарню Мартынаву, бо мне сапраўды трэба зрабіць перапынак, а з другого боку мы падышлі да амбасады, я вам зараз гэта ўсё пакажу, а потым дам вам ужо Мартынаву. А што будзе далей, не ведаю, бо трэба адпачыць. Зараз сарваў горло просто. Ну, зажыве Беларусь, то і не шкада. Вось, паказваю, што адбываецца тут для амбасады Федэратыўнай Рэспублікі Нямецчына.
Ein, zwei. Отстроил. Ein, zwei. Посла на мыло. Вот мы и дошли. Сейчас хочу объяснить, почему именно сюда мы пришли. Я уже на Майдане немножко об этом говорила. О том, что нельзя не заметить тот звонок, который произошел. Честно говоря, не совсем понятно, что можно обсуждать в принципе с террористом. Он пытается манипулировать ими, пытается манипулировать нами. Этот человек насиловал наш народ, убивал. Сколько людей сейчас сидят в тюрьмах? Скольким людям пришлось уехать и оставить свой дом? Сколько людей сейчас еще дома остались, на которых давят, которых посадят, к сожалению, потому что ему никого не жалко. И сейчас он делает то же самое с иммигрантами, к сожалению, которые находятся на границе. Зарабатывая на них, он также насилует их. При этом вложит еще деньги себе в карман. Это мега странно. И мы написали обращение в немецкое посольство и хотели бы им напомнить немножечко о том, с кем они пытаются общаться, о чем, в принципе, можно договариваться. Дорогие сябры, мы сегодня пришли в немецкую амбассаду, как передать зворот от белорусской диаспоры до уладу Німеччини до федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Найперш ми лічимо, що нельга розмовляти шантажистам, бо ось ця комунікація буде усприйнята їм тільки як слабость. Мы не умаляем проблемы мигрантов. Сапраўды гэтыя люди закладники выстой античеловечей, людожерской политики режима Лукашенко. Але питання, хто патэлефануе з сильных гэтага свету аб той гуманітарнай катастрофе, што робіцца сёння з беларускай нацыяй. Калі беларусаў забіваюць на вуліцах, як Трайковского, як Романа Бондаренка, калі беларусаў забіваюць, катуюць у турмах, як Вітольда Ашурка, калі беларусаў забіваюць нават за мяжой тут, в Украине, в Киеве, нашего сябра, побратима, однодумца Віталя Шишова, ці будзе хто тэлефанаваць і клапаціцца аб той гуманітарнай катастрофе, якая сёння адбываецца на нашай роднай зямлі. У той момант, калі сёння на Акрэсціна беларускія дзяўчыны трымаюць галадоўку у самых нелюдских умовах, без самых простых сродкаў гігіены, без матрасаў, без подушек, яны вымушаны выкарыстоўваць хлеб, каб падкласці заплесневелы хлеб, каб падкласці пад свае галовы і трымаць галадоўку, каб просто свет даведаўся, што сёння адбываецца за кратамі ў Беларусі. Чаму цивілізаваны свет, чаму спадарня Меркель не патэлефануе і не падыме гэтыя фотаграфіі? Таму мы сёння звяртаемся да амбасадара Німеччыны, каб ён перадаў зварот ад беларусаў Украіны і яшчэ раз звярнуў увагу свайго кіраўніцтва на тыя праблемы, на тую гуманітарную катастрофу, якая сёння адбываецца на нашай бацькаўшчыне. Ой, хто зараз будзе прамаўляць? Короче, мои думки такие, это я, чтобы не запутаться. Спасибо БДУ, сделали это обращение к фрау Меркель. Бажена, живи Беларусь. Представители незалежного об'єднання белорусов Украины тоже будут делать свои обращения и делают уже. Но, знаете, я думаю, что нам не стоит сильно переживать по поводу звонков террористам человека, который уходит на заслуженный отдых. И я думаю, что мы будем уже обращаться к Олафу Шольцу, который, безусловно, ну, мы, по крайней мере, на это надеемся, имеет все шансы
стать новым канцлером Германии. Позиция Олафа Шольца, опять же, если верить немецким порталам, изданиям ведущим, гораздо жестче по вопросу общения с террористами. И мы, белорусы, хотим выразить в данном случае около посольства Германии, в данном случае солидарность, наверное, чтобы с будущей президент, властью. вернее, уже не президент, он нелегитимный, чтобы его официально признали нелегитимным. Мы уже слышали неоднократно слова различных президентов стран Европейского Союза, где они говорили о том, что выборы в Беларуси сфальсифицированы, но это были только слова. Официального признания ни одна из стран ЕС до сих пор не сделала. Огромное количество белорусов, их количество постоянно увеличивается, огромное количество спикеров, которые будут выступать, уже выступали сейчас. Следите, а пока короткий сюжет о том, к чему все-таки привели эти действия нелегитимных властей на границе. Гэта злачынство. У вас яшчэ ёсць выбар. Заўсёды ёсць выбар. Нават да апошняй хвіліны гэты выбар ёсць. Але зрабіце яго зараз. Будьце разам з беларусамі. Будьце людзьмі. Живе Беларусь! 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 А зараз я запрошую юриста команди НАУ Артема Паскаловича, який розповідає про ту ситуацію, яка зараз склалася. Добрый день, паважаныя сябры. Вельмі рады, што мы працягваем збірацца, нягледзячы на тое, што пагаршаецца надвор'е. Шкада, канешне, што нам усё яшчэ прыходзіцца збірацца. Але гэта вельмі важна, таму што на сённяшні дзень рэжым выкарыстоўвае дзесяткі тысяч мігрантаў у якасці зброі. Рэжым працягвае утрымліваць дзесяткі тысяч беларусаў у закладніках унутры Беларусі у абставінах захопу ўлады, у абставінах акупацыйнага рэжыму. І мы можам назіраць, што выкарыстоўваючы сілу, рэжым подводзіць наших еўрапейскіх сяброў і партнёраў да таго, каб яны зноў сабраліся зрабіць адну памылку, уступіць з ім у перамовы, уступіць з ім у дыялог, у торг, каб вырашыць свае пытанні,
Мы ж собраліся тут сёння з вами, каб дапамагчы ім яшчэ раз растлумачыць і звярнуць увагу, што гэтае пытанне можна вырашыць толькі адным чынам. Не прызнаваць Лукашенко прэзідэнтам, прызнаваць Лукашенко тэрарыстам, узбуджаць крымінальныя справы універсальнай юрысдыкцыі, прыцягваць да адказнасці, аб'яўляць у вышук яго пасобнікаў. Мы собраліся тут, каб нагадаць дыпламатам, што яшчэ ёсць час сысці з дыпламатычнай службы, ёсць час сысці з дзяржаўнай службы, сілавых органаў. Гэта не дапаможа пазбегнуць адказнасці, але гэта дапаможа паменшыць колькасць крымінальных артыкулаў, па якой гэтыя людзі будуць прыцягнуты да адказнасці справядлівым судом у Новай Беларусі. Мы заклікаем еўрапейскіх сяброў і партнёраў да таго, каб яны зразумелі, што за калючым дротам праз 1 метр ад іх мяжы знаходзіцца небяспека. Сёння гэта небяспека ў выглядзе зброі мігрантаў. Заўтра гэта будуць наркотыкі, зброя і ядзерныя матэрыялы. Усё гэта ім абяцаў Лукашенко, і ён свае пагрозы здзейсніць, бо ён разумее толькі мову сілы. Яшчэ раз заклікаем падпісваць петыцыю да палітыкаў еўрапейскіх, да ўладаў еўрапейскіх. Наша асноўная мэта – гэта прызнанне Лукашенка тэрарыстам. Гэта паставіць крыж на ўсёй дзейнасці яго і хунты. Мы пераможам. Жыве Беларусь! Дякую велике. Зараз выступе Юлія Слівко. Глава Стачком Аграрно-Промстрой в прошлом, сейчас активистка Варшавы. Всем здравствуйте. На протяжении года мы здесь постоянно собираемся. Когда-то я уехала из Беларуси из-за репрессий по отношению ко мне, к моей семье, лишь за то, что я хотела свободы. Я хотела свободно говорить о том, как я отношусь к политической ситуации в стране, о том, что меня не устраивает данный президент. И приехав сюда в Европу, я думала, что здесь будет немножко свободней. О том, что Европа не любит диктатуру, о том, что Европа может показать свою мощь. И что же видим мы сегодня? Европа постоянно озабочена. Они высказывают глубокую озабоченность о том, что происходит в Беларуси. У нас на протяжении года 1000 заключенных. И это не только официально признанные политзаключенными. Есть и другие, которых таковыми не признают. Это, например, по статьям, где, например, ударили ОМОНовца. И таких людей много. У нас есть дети, которые пострадали и которым сломали судьбы за то, что их родители вышли за свободу. А Европа в это время высказывает глубокую озабоченность. Давайте вспомним, сколько мы добивались санкций для нашего режима, который сейчас показал всем с помощью мигрантского кризиса на границе, что плевать он хотел на Европу. Он может развязать войну сейчас на территории Беларуси. И наши земляки будут там страдать, наши земляки будут там умирать. Сегодня он использует мигрантов в своих целях, а это тоже жизни, там тоже дети. И сегодня они страдают в этих лесах. И дальше Европа, опять же таки, высказывает глубокую озабоченность. Единственный, кто хоть немножко предпринял попытку остановить все это, Польша, которая поставила ультиматум о том, что они закроют железную дорогу. Сколько это все будет продолжаться, когда наконец-таки Европа поймет, что Лукашенко это старый больной дед, которому место в психушке. Я надеюсь, санкции, 5-й пакет санкций будут скоро введены, потому что Лукашенко целый год показывает Евросоюзу о том, как он ставит Евросоюз на колени. Может, пора вставать с этих колен. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Вера!
Дякую, что вы пришли, дякую. Это значит, что мы с вами живые, это значит, что мы с вами змагаемся. Сегодня у меня плакат с фотознимком Павла Северинца и Тетяни Каневской. Одного человека, який лідер білоруських демократів, який давно змагається, хтось би сказав би, що стара опозиція. З другого боку, чоловік, Тетяна Каневська, який недавно прийшов в політику, і хтось би назвав би нова опозиція. Але поглядіть, усі вони разом покутують за нашу з вами свободу, за всіх нашу з вами свободу. Хто давно у політиці і хто тільки недавно прийшов. То для режиму нема різниці. Але для режиму вельми важливо сховати ту правду, яку ведаємо ми, і правду, про яку кажемо ми з вами. Час, який ми зараз з вами проводимо, поглядіть, це дякую так само організаторам, то, що підписи, то кожен раз некі ёсць методы, якія штурхаюць гэты рэжым, кожны раз абмяжоўваюць гэты рэжым. А з другого боку, знаходзячись з вами тут, за межамі, мы можем рабіць тое, што нам забаранялі. І паліце, як вельмі моцна паліваюць нас брудам за ту супольную акцыю дзяды. Палівалі? Палівалі. І гэты бруд пацягваецца далей. Сябры, мы робім з вами вельмі важную справу. І то, што сказаў Вітольд Ашурак, а сёння паўгады яго ўжо забойства, беларус. Напэўна, гэта можна сказаць толькі тады, калі мы з вами одна вялікая сям'я. Гэта вельмі важна. Вось шмат хтосьці з беларусаў не адчувае сябе часткай гэтай сям'і. Але вось я адчуваю, я магу назвацца з братамі і сёстрамі беларусамі. Я думаю, што Вітольд Ашурак таксама гэта бы сказаў. Таму, такія сябры, давайте все-таки быць і працягнем вось гэту добрую традыцыю, збірацца, штурхаць гэты рэжым, паказваць яму праўду, якую ён баіцца, і той рэферэндум, якой ён сапраўды спрабуе для сябе. Давайте мабілізавацца, ламаць яго планы, рабіць гэта крэатыўна, як казаў адзін з нашых класікаў, рабіць гэта так, як робіць гэта ніхто іншы, і перамагаць. Верым, можам, пераможам. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Хацеў бы звярнуцца да ўсіх, хто сабраўся сёння каля амбасады Беларусі ў Варшаве, за вашу дзейнасць, за вашу актыўнасць. Хацеў бы таксама звярнуцца да беларускіх дыпламатаў, якія знаходзяцца за гэтымі сценамі, за гэтымі мурамі, якія працягваюць служыць гэтаму рэжыму. Рэжыму, які здзяйсняе злачынства супраць беларускага народа, супраць нас, беларусаў, але злачынства сёння і супраць усёй Европы. Гэты дыктатарскі рэжым ужо перайшоў усе межы. Ён уже уступіў у агрэсію ў адносінах да еўрапейскіх краін, да Еўрапейскага Саюза. Таму яшчэ раз мы павінны падкрэсліць, што гэтыя злачынствы супраць беларусаў, супраць Европы павінны быць ацэнены з пункту гледжання права. Яны павінны атрымаць прававую кваліфікацыю як акты міжнароднага тэрарызма, і мы будзем гэтага усе намагацца. Нам вельмі важна быць разам, нам вельмі важна не перапыняць нашу барацьбу і шукаць усе магчымыя спосабы дзеля таго, каб дасягнуць нашай мэты, каб Беларусь была свабоднай, вольнай, каб яна сапраўды была краінай, якая стварае вакол сябе сяброў, якая сябруе і развівае адносіны. А сённяшнія дыпламаты маўчаліва падтрымліваюць тое, што робіцца на нашых вачах, злачынствы, і яны моўчкі становяцца саўдзельнікамі гэтых злачынстваў. У вас яшчэ ёсць выбар, заўсёды ёсць выбар, нават да апошняй хвіліны гэты выбар ёсць, але зрабіце яго зараз, будьце разам з беларусамі.
Все равно, что предлагать аскорбинку тем, кто умирает от ковида. Это не гуманизм, это покупка индульгенции. Что такое режим Лукашенко? Режим Лукашенко – это несоблюдение законов и прав человека. Это законы, которые работают только так, как это выгодно властям. Это отделение своих действий с помощью пропаганды. И мы действительно видим, что границы Беларуси и Польши сейчас размываются, и режим проникает сюда. Мы считаем, что границы созданы искусственно, что у каждого человека есть право на безопасную жизнь, независимо от интересов правительства. Поэтому мы критикуем любой режим и находим свою близость и солидарность с теми, кто оказался марионетками в этой ситуации. Нелегальных людей не бывает. Свобода и солидарность. У тебя звука нет. Да, я напишу. Напишу, чтобы перешел, перекинул куда-нибудь. Просто как активистка, друг белорусской семьи, наша прекрасная Яна, сейчас хочет для вас сказать пару слов. Мы, наверное, все знаем, что границу Лукашенко пересек уже давно. Это не первый год, и не второй, и даже не 10-й. Но у нас всех появилась смелость. У кого-то первый год, у кого-то второй, у кого-то 10-й. Нас стало больше. И я повторяю каждый день одно предложение. Я узнала, что у меня есть огромная семья. Я хочу обратиться к тем людям, которые смотрят нас сейчас в Беларуси. То, что мы тут, за границей, это не значит, что мы не стараемся, мы не убегли. Границы страха и ужаса у каждого разные. Каждый из нас старается помогать и поддерживать по-своему. Кто-то только встает на ноги тут, и это уже большая помощь. Кто-то из нас разговаривает с представителями заграничных диаспор, которые поддерживают людей, как и в Беларуси, так и тут новоприбывших, и это уже помощь. Кто-то из нас приходит на акции каждое воскресенье, и это уже помощь. Кто-то из нас пересылает средства в Беларусь разными путями, и это уже помощь. Кто-то из нас рассказывает про ситуацию в Беларуси, и это уже большая помощь. Каждый из нас в том месте, где он находится, делает то, что может, с возможностями, которые у него есть. И это уже помощь. Спасибо вам, что вы не сдаваетесь. Что мы все разными способами показываем, что Лукашенко перешел границы. И смерть 11 людей на границе – это его вина. Так же, как и всех тех людей за 27 лет его режима. Поэтому закликаю вас разными способами поддерживать человека по левой стороне, который находится возле вас.
знакомого, который решил остаться в Беларуси, семьи политвязней, также самих политвязней, высылая им письма, а также голоса поддержки семьям политвязней. Мы все находимся в большом процессе, мы не знаем, когда это все закончится. Кому-то из нас нужен рестарт. И помните, это всегда помощь. Даже если вы решили поддержать сами себя, вставая на ноги, чтобы дальше бороться с режимом. А теперь предлагаю минуту крика за всех тех, которых с нами уже нет, которых мы никогда не вернем. И я верю каждый день, что минута крика, которая родилась из бессилия, страха, ужаса, будет минутой крика силы и нашей упертости, потому что мы все будем и должны кричать, каждый на свой способ, до конца революции и один день дольше. И все способы хороши. За всех политвязней. Вспомните каждый эмоциональный роллер-костер, который происходит у нас каждого дня, когда мы встаем и не знаем, что будет дальше. Когда надо будет перевозить наши семьи, а когда уже это поздно. За более 1000 политвязней, которые есть поводле Dissident Bay. Прошу набрать вдох. И попробовать выкинуть из себя это зло, говоря, что он пересек границы. Верим! Можем! Переможем! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Можем! Переможем! Минск! Варшава! Wspólna sprawa! Minsk! Warszawa! Wspólna sprawa! Minsk! Warszawa! Wspólna sprawa! Minsk! Warszawa! Wspólna sprawa! Minsk! Warszawa! Wspólna sprawa! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи!
Тайся. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сейчас выступит для вас руководитель молодежного хаба Олесь Лапко. Дякую велике. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Дякую всім, хто прийшов сьогодні на цю акцію. Дякую тим, хто приходить щотиждень на недільні акції. Шмат хто каже, що можна звертатися до Єврозв'язу, до Злучених Штатів, до інших країн, організацій по тому, як вони допомогли Білорусі. Шмат хто каже, що все залежить тільки від самих білорусів. Але ж ці ми не білоруси, ми білоруси. Ми зараз знаходимося у Єврозв'язі. Так, і ми можемо повпливати, і ми це робимо. Ми робимо усе те, що залежить від нас. Ми звертаємо увагу організацій, країн, їх керівників на те, що білоруська тема для самих білорусів актуальна. Що ми не забиті і не забиті. Що ми по сьогодні і далі будемо змагатися за нашу волю, за наші прави і за те, щоб наша країна, наш народ були вольні. Наші дії не залишаються незауваженими. Про нас говорять, про нас пам'ятають. І те, що ми виходимо, те, що ми сьогодні тут стоїмо, це вельми замінає і перешкоджає режиму. Шмат хто з них хотів би, щоб ми змовкли, щоб ми перестали говорити, щоб ми перестали звертатися по допомогу, перестали бути солідарними і просити цієї солідарності. Це значить, що ми все робимо правильно. Це значить, що ми повинні протягувати наше змагання. Ми повинні бути солідарними. Ми повинні підтримувати тих, хто в Україні. Ми повинні підтримувати тих, хто приїхав сюди і потребує нашої допомоги. Ми це робимо і ми будемо це робити далі. Дякую всім і живи Білорусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! А сейчас я хочу пригласить Наталью Пескову из Народной громады. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Что ж, нам удалось встретиться с организатором сегодняшнего мероприятия, сегодняшней демонстрации, Стасия Глинник. Одной из организаторов. Скажите, пожалуйста, какая цель преследуете сегодня, что дать громко и Самое главное, что мы хотим сказать и показать, это разницу между теми, кто находится по эту сторону забора, и теми, кто находится в здании, и теми, кого это здание представляет. Потому что здесь находятся по эту сторону, которые борются за жизнь, борются за свободу, борются за право волеизъявления, за выборы, за спокойную жизнь. По той стороне находятся люди, которые говорят на языке войны, на языке провокации, на языке шантажа и внедряют это в нашу жизнь. Скажи, пожалуйста, еще сегодня большое выступление одного из спикеров, который работал уже по сути, здесь в Варшаве. Есть ли что-то Думаю, наверное, самый главный пример Павлович Латушки, который был послом. В принципе, здесь находится весь штабное логопедическое управление. Это все люди, которые пришли на основу года, которые раньше занимали чиновничьи должности. И эти люди замечательно справляются с работой и поддержать какой-то официальный совет, все, кто находится с нашим общее дело, хотим, чтобы власть преступная ушла, люди, которые будут говорить на языке мира. Также одной из программ это усиление санкционного давления.
времени? Да, мы также говорим о санкционном давлении, поскольку, несмотря на огромную помощь, которую Польша оказывает белорусам, и на то, насколько тепло приняла Польша беженцев из Беларуси, насколько легко мы можем выходить на диалог с местными властями, мы видим, что Польша, будучи демократической страной, она не влияется в бизнес свой. И все еще происходят экономические отношения между Беларусью государственной и Польшей частной. Поэтому оборот продукции за последний год только вырос, к сожалению. И давно это обратить внимание и полякам, и правительственное, и такое. Назовите себя, пожалуйста. Приостановки торговых отношений с всеми режимными объектами и со бизнесом, Мы говорим про приостановку торговли с государственными предприятиями, всеми предприятиями, функционирование которых нам непонятно, которые, в общем, работают для того, чтобы содержать верхушку власти. Люди на этих предприятиях работают в человеческих условиях, частные выплачивают зарплаты продукции, которую они производят, задерживают зарплаты. Ну, в Беларуси не существует на данный момент абсолютно независимых профсоюзов, и возможность этим людям представлять свои интересы в рабочем месте. Понял, спасибо большое. Мы возвращаемся к сцене, там тоже продолжают разговаривать спикеры, и с некоторыми из них мы еще пообщаемся отдельно, специально для вас. Конечно, все, что будет у вас под рукой. Например, камни, бутылки, бревна, палки. Бросили, отбежали. Следующее. Ты иди сюда. Девай. У вас будут арматура, ножи. Ваша задача бить по незащищенным местам. Шея, подмышки, ноги, руки. Главное, не бойтесь. По вам стрелять они не будут, а если и будут, то будут стрелять в воздух. Так, ну у меня все, можешь забирать. Снимай. Выходим за мной. Переведи. За мной. Помощи просили. Мы писали плакаты. Сосна, моя родимая беда. Мы просили обратить внимание, что у нас действительно беда. Теперь же это коснулось всего мира и коснулось Европы. Если Европа пойдет на попятную весь мир, если не признают его террористом, бандитом, то он начнет дальше шантажировать. У него, кроме мигрантов, у него еще есть атомная электростанция. Я еще раз об этом говорю. От радиации Европа не защитится 4-метровым забором, так как они собираются защититься от мигрантов. Радиация не помеха забору. И когда нужно понять, что это обезьяна с гранатой, которая находится в центре Европы, признать его террористом и уничтожить. Вы спасете весь мир и спасете, наконец-то, нас, белорусов и наших детей. Может быть, вы когда теперь это все узнаете, поймете и услышите о том, что мы вам полгода здесь говорим. Помогите нашей стране, помогите нашим женщинам, которые сидят в тюрьме, которые лишены общения со своими детьми. Это страшно просто, находясь в тюрьме, не видеть, как растет твой маленький ребенок. И женщины эти сидят просто ни за что, просто потому, что они были на выборах наблюдателями. Я надеюсь, что сегодня очень много здесь находится журналистов, СМИ, и я надеюсь, что хоть сейчас мой голос будет услышан. Аня продолжит дальше. Здравствуйте, я Анна Коновалова. Я хочу начать свое выступление со слов, что я белоруска, что я горжусь, что я белоруска. Я горжусь своим белорусским народом. Считаю, что наш народ очень добрый, очень сопереживающий, который всегда помогает и помогал немощным, больным,
тем, кто нуждается в помощи. Животным тоже. Сейчас у нас мигранты. Хочу спросить, почему политический вопрос Беларуси у нас ушел на второй план? Почему так мало перестали говорить о том, что у нас страдают, ежесекунда у нас страдают белорусские граждане? У нас каждый день у нас в Беларуси, у наших же родственников, друзей, знакомых, незнакомых происходят обыски и их задерживают. Людей помещают на Окрестино. Окрестино все знают, что это пыточное, что там издеваются над людьми, бьют часами. А дальше происходит с нашими же согражданами, просто убивают их волю, убивают их личность, делают с них раба. Через это проходят наши граждане. У нас в Беларуси более 4000 человек, которые осуждены или находятся под следствием по политическим статьям. У многих из них есть дети. По самым грубым подсчетам, это больше 4000 детей. Это дети, которые видели обыски. Это дети, которые видели, как маму или папу грубо задерживают, а потом уводят неизвестно куда. Первые слова, которые произнесла девочка моей знакомой, она спросила: «Мама, тебя не били?» Есть детки, которые родились уже без папы и которые сделали свои первые шаги тоже без папы. Они страдают по-своему, они маленькие. Им тоже плохо. Я хочу сказать, что об этом надо не просто говорить, об этом надо кричать, потому что у нас в стране на самом деле беда. Беда с нашими согражданами, о которых мы не должны забывать и их постоянно поддерживать. Хоть как, словом, делом, материально, без разницы. Мы должны быть вместе и мы должны быть солидарны. Когда солидарны, мы сильные, однозначно. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Что ж, нам удалось встретиться с одним из представителей Народного антикризисного управления, Артем Просколович. Здравствуйте, добрый день. По позиции НАУ и участию в сегодняшнем мероприятии. Позиция НАУ уже длительное время остается последовательной. Необходимо возбуждение уголовных дел универсальной юрисдикции в отношении Лукашенко и его пособников. Это очень простое действие, которое позволит объявлять в розыск лиц, причастных к насилию, к репрессиям, происходившим в Беларуси и происходящим до сих пор. Потому что помещение в санкционные списки персонально людей – это один механизм, он, скажем так, больше гражданской правовой ответственности. Когда лицо попадает в уголовный розыск, это совершенно другое психологическое давление и фактическое состояние дел. Второй момент – это необходимость непризнания Лукашенко президентом, поскольку фактически политику свою западные политики и главы государств строят именно таким образом, но по факту официальных документов, официальных заявлений, четких, однозначных до сегодняшнего дня не прозвучало. Поэтому Народное антикризисное управление настаивает на том, чтобы весь мир официально не признавал Лукашенко президентом. Это позволит также прекратить с ним любые дипломатические связи, хозяйственные связи, экономические связи и будет отличным элементом давления. Ну и взамен всего этого можно предпринять один четкий, понятный шаг. Это признание Лукашенко террористом. На сегодняшний день все его действия
все его преступления уже абсолютно четко образуют ту характеристику, которая присуща для действий человека, для того, чтобы его признали террористом. Остается, собственно говоря, только политическая воля. Очень сложно европейцам пойти на этот шаг, американским партнерам, потому что у них просто в голове не укладывается, как в европейском регионе в 21 веке лицо может заниматься террористической деятельностью. Да, мы называем вещи своими именами, это именно то, что происходит. Убийство, гибридная война, похищение людей, по сути, мигранты — это торговля людьми, торговля оружием, торговля наркотиками, контрабанда. Все это угрожает миру и стабильности в регионе. Не только Беларуси, но и всей Европе и всему миру. В принципе, в руках Лукашенко и ядерное оружие, и оружие, которое нигде не учтено. Все это может перебрасываться в Европу и дестабилизировать обстановку здесь. Как все уже неоднократно говорили, надо перестать высказывать глубокую озабоченность и переходить к конкретным действиям. Они всем понятны, осталось только решиться на то, чтобы их совершить. Потому что язык силы. Тот миграционный кризис, который мы сегодня наблюдаем, это его проявление силы. Ответ должен быть еще жестче. Гибнут люди и страдают белорусы внутри Беларуси в условиях оккупации. Мигранты, которые пришли на границу, в центре внимания. И это очень концентрировано то, что было растянуто на 27 лет. Люди в заложниках, люди гибнут не от погоды, гибнут от действий режима, гибнут маленькие дети. Несчастные люди оказались заложниками человека, не граждане Беларуси. Вот, режим вышел за пределы. Ему остается перейти колючую проволоку, которую устанавливают на границе, и его щупальца распространяются просто-напросто на территорию Польши, Прибалтики, Украины и будут простираться дальше. Европейцы просто завтра, послезавтра почувствуют это на себе, если не начнут предпринимать серьезные шаги по противодействию. Также знаю, что диаспоры в разных городах принимают инициативы на себя и собирают подписи для того, чтобы люди, которые белорусы, находятся сейчас в изгнании в других странах, они настаивают на признании Лукашенко и его пособников террористами. Имеет ли НАУ к этому отношение, и, может быть, вы направите в какое-то отдельное место, на какую-то ссылку, где можно тоже принять участие и присоединиться к этому? Народное антикризисное управление помогало готовить текст петиции, насколько мне известно, коллеги мои юристы. Сегодня здесь собирают подписи, в Оброце, если не ошибаюсь, собирают подписи. Если связаться с контактами НАУ или диаспоры местные в ваших городах, в ваших регионах, странах, они подскажут, куда можно обратиться, чтобы оставить свою подпись под обращением к, в данном случае, польским властям с тем, чтобы признать режим Лукашенко террористическим. Мы в постоянном контакте находимся также с польскими юристами, с юристами другими зарубежными. Все сходятся и академические особенности, и юристы практики, и в ходе Нюрнбергской конференции, которую проводила НАУ, все сошлись во мнении, что юридических оснований для признания режима Лукашенко террористическим достаточно, остается только политическая воля. Вот эта петиция призвана еще раз подстегнуть, обратить внимание о том, что нам необходима поддержка европейских политиков, правительства, руководителей государства в том, чтобы решить этот вопрос. Включить Александра Лукашенко в список лиц, осуществляющих террористическую деятельность. Спасибо большое. Спасибо. Обязательно ссылки нужные и полезные мы разместим где-то под описанием, под нашим прямым эфиром. А я напомню, что поддержать наш канал тоже возможно поддонатив. Это также легко сделать, найти все ссылки на PayPal и на другие источники, в том числе на YouTube можно нажать кнопку «Спонсировать» для того, чтобы наша работа становилась еще лучше. Спасибо. З свого боку, дякую всім білорусам, що ви прийшли. Це чудовно, казати, що ми живі, ми активні, ми протягуємо змагатися. Історія наставництва життя. І ведаеце, сьогодні шмат людей кажуть про референдум. І такий референдум був так само 100 років тому. І тоді, коли білоруси реально бойкотували
они ничего не отрымали. Мобилизация — это то, что боится Лукашенко. И давайте сами мы инициировать свою программу, повестку дня навязывать. І тому, як ті люди, які раніше змагалися і віддали своє життя, і вони так само ведали, як змагалися інші 100 років тому. Це Слуцький збройний чин. Про гэта ў скласці кветкі 27 лістапада каля помніка Тадеушу Касцюшкі, там, дзе мы былі з вами раней, дзе распачыналі дзяды. Я запрашаю вас о 18:00 27 листопада, суббота. Живи Беларусь! Мы заканчиваем сейчас нашу акцию, и я хотела бы напомнить еще раз, что мы, белорусы Варшавы, собираемся еженедельно по воскресеньям у памятника Копернику. Мы не представляем никаких организаций, фондов. Мы белорусы Варшавы, активисты, обычные люди, которые хотят, чтобы их жизнь была в их руках. О новостях, где будет проходить акция, вы всегда можете узнать в телеграм-канале, в инстаграме, в фейсбуке. У нас есть все каналы уже созданы для этого, для того, чтобы вы знали, где и когда можно прийти. Хотела бы еще сказать, что послезавтра, во вторник, мы подали заявку для того, чтобы пойти к немецкому посольству и выразить свое несогласие с тем, что Европейский Союз, и в частности госпожа Меркель, хотела бы провести переговоры с террористом. Мы с террористами переговоров не ведем. Я хотела бы сказать еще раз спасибо всем, кто сегодня пришел на эту акцию. Я мысленно вас всех обнимаю, и мы друг друга все обнимаем. Пожалуйста, берегите друг друга, одевайтесь теплее на акции, приходите, берите с собой чай, пледы. В следующее воскресенье мы опять будем писать письма политическим заключенным. Но мы будем это делать не на улице уже, а в молодежном хабе. Обязательно на наших каналах мы сделаем об этом объявление. Мы выбрали 12 часов воскресенья перед акцией для этой инициативы, для того, чтобы максимально людей могло прийти, уделить этому внимание, потому что поддерживать политических заключенных – это одна из самых важных наших задач. Мы должны поддерживать этих людей, иначе потом мы получим просто больных, обессиленных людей, которые никому и ничему не верят. Тысячи политических заключенных. Самое малое, что мы можем, это писать им письма. Пожалуйста, не забывайте об этом. Спасибо еще раз всем. Живи Беларусь! Живи Беларусь! И если у нас это получится, мы можем еще сделать общее фото, если мы на эту сторону все перейдем. Ну, если кто-то хочет. Вот давайте попробуем. Нас сегодня очень много, это очень здорово. Но у нас такая традиционная общая фотография. Давайте тогда переходите. Хорошо. Ссылку на телеграм-канал будет стоять возле стенда. Если кто еще не подписан, подписывайтесь, чтобы видеть новости, где и когда будут проходить акции белорусской Варшавы. Хорошо. Ссылку на телеграм-канал будет стоять возле стенда. Если кто еще не подписан, подписывайтесь, чтобы видеть новости, где и когда будут проходить. Хотите в течение 5 минут, и вы попадете на общую. Хотите фотографироваться, пожалуйста. Нечего. Я просто летаю, бегаю здесь.
Живе! Пошел вон! Ты, твой ОМОН! Пошел вон! Ты, твой ОМОН! Пошел! Вон! Ты, твой ОМОН! Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет! 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 Мы разом! Основа! За нами перемога! 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 Урода! Родима! Свобода! Долой луку урода! Родима! Свобода! Долой луку урода! Долой луку урода! Родима! Свобода! Долой луку урода! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Родима! Свобода! Долой луку урода! Лукашенко террорист! 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 Спасибо, дякую! Дякуємо! Я хотела сказать, что я знаю немецкий. Вот если немецкий нужно, то пожалуйста. Вот, допустим, если надо. Что ж, мы продолжаем наши короткие интервью. Еще один организатор, которому точно так же, как и многим белорусам, не получается относительно той несправедливости, которая происходит на границе. Режим Лукашенко использует мирных граждан для преследования своих политических целей. Эта акция посвящена той ситуации, которую режим Лукашенко создал на белорусской границе, когда простые люди, простые мирные люди стали инструментом давления диктатуры на Европейский Союз. И мы с этой акцией хотим выразить свое несогласие с тем, что происходит, и хотим напомнить польскому правительству, что с белорусским режимом невозможно вести какие-то переговоры с позиции умиротворения. К сожалению, белорусский режим понимает только язык силы, только только жесткий ответ. Но кроме языка силы сегодня принимались огромное количество именно дипломатических методов при усилении санкционного режима. Сейчас Польша разговаривает именно о прекращении полностью торговых связей с Беларусью. Поддерживаете ли вы это? Да, безусловно, я считаю, что экономическое давление тоже достаточно эффективный инструмент давления на белорусский режим, в том числе полное закрытие польской границы для каких-либо товародержателей. Спасибо большое. У нас еще один гость, это член белорусского хаба. Ребята обеспокоены тем, что огромное количество белорусов, которые работали или занимались именно в сфере культуры, на сегодняшний момент вынуждены уехать из страны. Олесь, может быть, расскажешь, для чего существует ваша инициатива и как она помогает белорусам, которые пропагандируют белорусскую культуру, здесь находиться и развиваться? На самом деле большая проблема в том, что много деятелей культуры, образования были вынуждены выехать из Беларуси. И сейчас они должны найти себя здесь, в Польше. Мы помогаем это сделать, поэтому даем им пространство, где они могут реализовывать. Помогаем организовывать онлайн свои семинары, встречи, спорта, языка, образовательные проекты, потому что на самом деле все белорусская сама Беларусь сейчас не страдается, и вместо этого нужно просто в один момент
что белорусам понятно, белорусам интересно, и белорусы должны сами создавать. Поэтому белорусские деятели культуры, которые в данный момент находятся в Варшаве, спокойно могут пользоваться ресурсами и возможностями Московского хаба. На следующей неделе фактически открывается пространство, белорусский хаб, белорусские НГО, которые были уничтожены в Беларуси, активисты и просто инициативные люди смогут собираться и реализовывать свои проекты, реализовывать то, что они хотят и могут дать. Сейчас тоже большое количество мероприятий именно белорусских происходит в Варшаве. Также активно работают диаспоры в других городах, регионах. Имеете ли какую-то связь? Конечно, у нас налажена связь уже больше года. Мы общаемся и с инициативой организаций по всей Польше, и с другими странами. Существуют даже целые такие инициативы общения, как Народное посольство. В Польше тоже есть представлено Народное посольство, я имею коллега Анна. В рамках данной инициативы работаем. Поэтому связь есть, мы общаемся, обмениваемся идеями, мы с ними помогаем, поддерживаем связи, которые в Беларуси можно отметить уровень инициатив. Точно так же появились и за границей среди белорусов зарубежья, поэтому мы очень рады тому, что все строится не вертикально, не сверху спускается, а именно горизонтально, что все равные партнеры и помогаем поддерживать. Понял. Ну и хотелось бы тоже какую-то вашу позицию относительно того, поддерживаете вы не то, что действия властей, но вообще то, что Евросоюз начал контакт с Лукашенко, ставит интересы культурных граждан, были приехать с Ближнего Востока. С одной стороны, я выступаю в диалог для урегулирования всех конфликтов, потому что через диалог, через какие-то мирные действия мы можем дойти до решения. Война — это не выход. С другой стороны, конечно, печально то, что лидеры, европейские лидеры практически на год как-то забыли о том, что в белорусских тюрьмах находится более 1000 политических заключенных, 9 миллионов людей находятся в страхе и в пригнетении в своей стране. Только вот проявление кризиса в виде мигрантов с Ближнего Востока на границах конфликта полкнуло. Может быть, это будет дополнительным триггером понять, кто же на самом деле у власти в Беларуси, точнее не у власти, а вот узурпировал эту власть, и что дальше будет только хуже. Поэтому нужно решать не последствия этого, а причины. Причины — это, конечно же, неадекватные люди в главе Беларуси. Что кажется, с причинами мы уже определились, а сейчас еще раз покажем вам последствия, для того, чтобы понять, насколько хладнокровно режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов в своих целях для оказания давления на Евросоюз. Внимание на экран. Спасибо.
Так, вроде все собрались. Просто у тебя камеру поставить на место. Я в эфире. Уходишь? На выставку? Не, я поеду еще пару. Что же, мы не могли подойти еще к этому молодому человеку. Он был участником стачки на Белорусской арене, скоро остается им. Скажи, пожалуйста, что тебя заставило сегодня прийти сюда и вот на протяжении всей акции уже фактически 2 часов стоять здесь на разделительной полосе с национальным белорусским флагом и вызывать, вынуждать людей, проезжающих мимо, сигналить, поддерживать Беларусь. Я не могу по-другому, я не знаю. Я чувствую своим долгом это мне пока помогает, мне легче от этого становится. И мне кажется, что это правильно. Мне кажется, правильно, что люди показывали, что мы ничего не забыли, что мы помним, и мы будем дальше бороться. Скажи, пожалуйста, есть ли информация изнутри, там осталось в Беларуси большое количество бывших коллег уже, да, то есть как люди чувствуют, то есть много говорится о забастовочном движении, готовы ли люди рано или поздно прекратить вообще работать на узурпирующую власть? Я не могу говорить. Только твое ощущение. Мое ощущение будет, когда станции начнут хорошо работать, тогда что-то будет. Люди сейчас держатся за быт, за какие-то долги, за что-то такое. Денежный вопрос всех волнует. Когда вот этого просто не будет куда деваться, люди поймут, что это какой-то там батька, он уже даже деньги не сможет платить. Все, зачем он нам? То есть, раньше он позорился за деньги, сейчас потом после санкций он будет просто позориться. Это уже не будет. Потом стачка будет. Понял, спасибо большое. Мы опять переключаемся на другие камеры. Уже не спеша акция подходит к завершению. Все желающие по-прежнему оставляют подписи за признание самого Лукашенко и его режима террористическим. Потом тоже покажем буквально через несколько минут. Primavera, summer, verano.
Сыпани мне сахарку туда, пожалуйста. А если у меня есть, я не знаю. Или так ничего. Так вон тут сахар есть. А, там? Давай. А я тебя подсниму красиво. Сколько? 2 ложки. Одну? 2. Андрей. Я напоминаю, что каждый из вас может создать независимые медиа. Для этого достаточно просто обратить внимание под описание к этому видео, под это видео, и нажать на кнопку «Спонсировать». Для того, чтобы новостями. Сейчас мы разбираемся, как раз сегодня один из организаторов, который занимается сегодня сбором подписей для того, чтобы признать режим Лукашенко террористическим. Создается впечатление, что все, кто сегодня здесь присутствовал, Ребята, кто еще не подписал петицию, подойдите сюда ко мне, пожалуйста, подпишитесь. И актер. А зачем тут Беларусь? Если кто не разобрался, подписывать нужно на 2 листах, потому что одна пойдет в Генеральную прокуратуру, а вторая в отдел безопасности. Кто подписал на одном листе, подойдите, подпишите на втором, пожалуйста. Кто не знает, на каком листе подписал, пролистайте, посмотрите свою фамилию, подпишите на втором. Я думаю, подписать. Остался один пока.
Добро. Я понимаю. Давайте так, подождите. У нас пожалуйста, смотрите, у нас есть в Телеграме. Напишите вход. На твою камеру все Я знаю, что я в эфире. Полиция наезжает. Сегодня огромное количество белорусов подготовило подписи для того, чтобы привлечь внимание и акцентировать на том, что пора уже, в конце концов, признать режим его действий. Как продвигаются сборы, как плотно белорусы сказать? Сегодня первый день, когда мы только начали. У меня было 10 человек на одном обращении для одной инстанции, для другой инстанции. Это агентство внутренней безопасности и Генеральная прокуратура. У нас, получается, было, в принципе, идет хорошо. Мы собирали так подписи под официальным признанием. Мы сейчас имеем ситуацию, когда влада государственных говорят, но юридически это не было сделано, не согласна. Все, что может любой стране, это взять тоже обращение оно уже юридически выверено, просто распечатать на английском и отправить в МИД. Это один шаг, который мы уже здесь сделали совместно с ребятами из прошлого. Также, насколько могу ошибаться, город Вытащить на Белосток, которые также собрали. Ребята, нужно расходиться, потому что надо уже отпускать полицию, мы закончили акцию. Сейчас. Следующий шаг — собрать специалистов. Мы будем собирать каждое воскресенье на Коперника. Точно так же, как мы сделали в 9 воскресенье, собирали подписи. И, в принципе, весь стоит, потому что это тоже порядок времени. Спасибо большое за определение интервью. Мы напоминаем, что для того, чтобы поддержать независимую прессу в лице нашей компании «Нехта», переходите по ссылкам вниз в описании к этому видео. На сегодня акция уже подошла к концу. Все идет в рамках регламента и согласованного времени.
Спасибо, что были с нами. Остаемся на связи и до встречи в новинках.